Каждый ребенок в якутских селах слышал леденящий душу рассказ о том, как шаман наказал молодых парней, которые ради развлечения осквернили его могилу. Согласно легенде, компания юношей отдыхала в лесу, недалеко от места захоронения шамана. Один из парней подначил своего друга посреди ночи пойти к могиле и воткнуть в нее якутский нож, и тот согласился, чтобы не прослыть трусом. Он выполнил все условия спора и вернулся обратно к палатке. Когда они стали ложиться спать, снаружи стало твориться невообразимое. Завыл ветер, послышались крики птиц и рычание зверей, а потом пение и звуки бубна. Трясущимися от ужаса парням показалось, что кто-то бродит вокруг палатки и стучит в бубен. Это все продолжалось до восхода солнца. Юноши, даже не собрав вещи, бросились в ближайшую деревню. Там их встретили удивленными возгласами. Все они были седыми. В ту же ночь парень, который потревожил захоронение, скончался от разрыва сердца, а остальные умерли в течение года. Другая легенда связана со строительством вблизи могилы шамана. В одном селе администрация решила построить взлетно-посадочную полосу. Местные жители заявили, что нельзя строить в данном месте, потому что вблизи находится могила шамана, и шум взлетающих самолетов его потревожит. Естественно, их никто не послушал. Полоса была построена, и в день ее торжественного открытия решили покатать на самолете местных ребят. Их усадили в самолет, но тот, едва начав разгоняться по взлетной полосе, вдруг остановился. При осмотре судна оказалось, что отказал двигатель, хотя буквально утром того дня он был исправен. В другой раз самолет на полном ходу съехал с полосы в лес, и никто серьезно не пострадал потому, что пилот на краю площадки резко сбросил газ. Эксперты и прибор-самописец подтвердили полную исправность всех систем самолета. Объяснить происшествие можно только мистикой. Вскоре в небольшой речке утонул бригадир строителей, а спустя месяц от аппендицита неожиданно скончался второй строитель. Администрация села, хоть и поздно, но вняла предостережением стариков и попросила совершить ритуал, чтобы попросить прощения у шамана. В жертву был принесен бычок, а полосу закрыли. После этого неприятности прекратились. Подобных историй жители Якутии знают немало. Возможно, каждый рассказчик приукрашивает при повествовании, но все же суть у них одна. Шаман не утрачивает свою силу и после смерти, и место его захоронения ни в коем случае тревожить нельзя.